Эфир нашего телеканала продолжит итоги дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Новый железнодорожный маршрут запустили сегодня в Якутии. Теперь добраться до Владивостока можно будет напрямую и без пересадок. Врачи Нерюнгри рассказали, что к ним в район инфекцию завозят из других регионов, но на юге Якутии коронавирус сейчас не единственная опасность. Девятиклассники сегодня писали ОГЭ по математике, как к экзамену подготовились алданские школьники. В Сколково прошла крупнейшая в Европе конференция для предпринимателей и ученых Startup Village. Свои предложения представили и якутские разработчики. А якутский хоррор-фильм «Ичи», который на днях презентовали в Москве, с сегодняшнего дня стартовал в якутских кинотеатрах. С сегодняшнего дня стартовали продажи билетов на поезд по новому маршруту Нижний Бестяг-Владивосток. Беспересадочные рейсы начнут курсировать с 15 июня. Как отметили в правительстве региона, время в пути составит около 2,5 суток. Благодаря проведенной работе с российскими железными дорогами удалось вписаться в их расписание, и с небольшой, непродолжительной перецепкой на станции Тында можно будет на беспересадочных вагонах, как плацкарт, так и купе, с 15 июня уже добраться до таких крупных городов, как Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск. Открытие нового маршрута Нижний Бестяг-Владивосток позволит обеспечить дополнительной транспортной доступностью на период реконструкции аэропорта Нерюнгри жителей Алданского и Нерюнгринского районов. С вводом нового маршрута заметно сокращается время в пути до Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Иркутска. К примеру, из Нижнего Бестяга до Хабаровска теперь можно будет доехать за 2 суток. До Благовещенска чуть более 1,5 суток и до Иркутска порядка 3 суток пути. Беспересадочные до Владивостока будут ходить через 2 дня, до Благовещенска через день. Там будут как купейные, так и плацкартные вагоны. До Иркутска вагон будет ходить 8 раз в месяц. Там будет чередоваться и купейный, и плацкартный вагон. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжают реализовывать в Якутии. В этом году проложат и отремонтируют более 250 километров дорожного полотна. Всего на работы предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей. О ходе реализации материал Сырглана Неустроевой. Годами эти выделенные государством участки для многодетных семей пустовали. По словам владельцев, причина в отсутствии каких-либо коммуникаций, а самое главное – дорог. И вот, наконец, начало для застройки многодетных кварталов положено. Всего на территории Тулагина-Кильдянского наследия 13 сотов, в том числе для многодетных. И мы очень рады, что наконец-то какая-то инфраструктура появляется для этих участков. Кроме многодетных подъездных дорог к многодетным участкам, еще 4 километра асфальтовой дороги ремонтируется центральная улица, улица Николаева. И тоже очень отрадно. В прошлом году 3 дороги были заасфальтированы. Помимо Тулагина, подъездная дорога к таким же кварталам многодетных семей будет построена и в Табаге. Общая протяженность полотна составит более 5 километров, а стоимость объекта порядка 60 миллионов рублей. В этом году у нас индикатором является 50 километров по городу. Это не только город Якутск, но и, получается, по пригородам мы тоже работаем. Работа осуществляется в этом году у нас по Тулагина, по Табаге, по Хатасам, по Кангаласам и по Магану. Программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Якутии уже 3-й год. Что немаловажно, проект затрагивает трассы не только республиканского значения, но и местного. Так, например, постепенно асфальтируется пригород Хатасы. При этом здесь применяется технология, которая уже не раз доказала свою эффективность в непростых климатических условиях региона. Сейчас основание для покрытия готовится из цемента-гранулята, который мы успешно применяем уже 3-й год. И оно себя показало очень положительной стороны. Это прежде всего экономия. Основание лучше, чем традиционные основания, поэтому я считаю, и заказчики считают, что
вот этот эксперимент, который был начат вначале на федеральных дорогах, он успешно применяется и в управлении дорогами. Всего в рамках нацпроекта на территории столицы республики в этом году отремонтируют и построят 44 объекта. Правда, 8 из них завершат в 2022 году. Заключены контракты более чем с 20 подрядчиками республиканского и муниципального значения. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск. В ряде районов Якутии наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Однако в других зафиксированы случаи завоза инфекций из Якутска с дальнейшим появлением внутрисемейных очагов. Об этом говорили на заседании оперативного штаба региона, который провел глава Якутии Айсан Николаев. В настоящее время на особом контроле находится ситуация в Оленёкском, Сунтарском, Вилюйском и Амгинском районах. Глава поручил выработать комплекс мер по усилению эпидемиологической безопасности на предстоящих играх Манчары и республиканском эссехе Олонхо-Валекминске. Если говорить в целом по Якутии, то число новых заражений коронавирусом выросло. За минувшие сутки заболели еще 111 человек. Из них в Якутске 61, в Мегино-Кангаласском районе 7 случаев. В Чурапчинском 6, в Усть-Алданском 5, в Нюрбинском и Сунтарском по 4 заболевших. Еще в 12 районах заразились от 1 до 3 человек. Лаборатории региона провели более 3000 исследований на ковид за сутки. Приоритетом для оперативного штаба Якутии продолжает оставаться иммунизация населения. Наиболее сложной сегодня ситуация является в Сунтарском и Вилюйском улусах. А в связи с большим количеством семейных очагов, выявленных именно в этих улусах. В связи с этим в тех населенных пунктах, которые явились непосредственно населенными пунктами с выявленными случаями новой коронавирусной инфекции, будет действовать более серьезный и жесткий способ ограничений. Необходимо обратить внимание на ситуацию в Оленёкском районе, где непосредственно инфекция пришла вместе с прилетом заболевшего человека в Оленёк, и, соответственно, соседи по самолету находились рядом, которые далее продолжили свой путь в Харылах. Сегодня в связи с этим в Харылахе у нас есть уже группа заболевших. Врачи-эпидемиологи Нерюнгри рассказали, что у них в районе инфекцию завозят из других регионов. Но на юге Якутии коронавирус не единственная опасность. С приходом тепла активизировались клещи. Как решить обе проблемы, знает Ирина Кичигина. Учитывая, что Нерюнгри является входными воротами на территорию Якутии, опасность распространения новых форм коронавируса возрастает. Поэтому ограничения на скопление людей при проведении массовых мероприятий остаются. И проведение каждого мероприятия предварительно согласовывается с оперштабом. Напомним, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация. В Нерюнгри в ближайшее время планируется открытие дополнительных пунктов вакцинации. Помимо основных во взрослой поликлинике будут открыты пункты вакцинации в профполиклинике. Планируется открытие в ДК Пушкина и на спортивно-оздоровительном комплексе «Шахтер». В случае необходимости будут предусматриваться дополнительные пункты вакцинации, в том числе и мобильные на базе пассажирского автотранспорта. Еще одна опасность, которая возникает с приходом тепла – это клещи. В этом году в Нерюнгри уже зафиксирован один случай нападения клеща на человека. Те погодные условия, которые сложились в этом году, препятствуют проведению профилактических мероприятий, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при посещении лесопарковой зоны. Также хотелось бы отметить о необходимости прохождения и вакцинации против клещевого энцефалита. К сожалению, сейчас сезон уже начинается, и, соответственно, вакцинация сейчас уже несколько запоздала. Об этом необходимо помнить, и всех граждан, которые хотят обезопасить себя от клещевого энцефалита, призываю начать вакцинацию уже с осени, для того, чтобы к началу сезона быть полностью готовым и защищенным. Мероприятия по уничтожению клещей с помощью специальных инсектицидных средств необходимо проводить в теплую и сухую погоду, так как именно при таких условиях раствор препарата может быть эффективным. Поэтому, как только станет возможным, на территории района будет проведена акарицидная обработка. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Новая большая партия вакцины поступила сегодня в Ленский район. Это 18 тысяч доз. Прививочные кабинеты работают во всех населенных пунктах района. В некоторые населенные пункты, такие как Дорожный, Северная Нюя, Батамай и Мурья, медики организуют выезды.
Работают бригады и на крупных предприятиях. На сегодняшний день привито почти 4500 человек. Вся эта большая партия приходит с учетом того, что мы должны будем привить вахтовиков. Потому что был запрос в Минздрав Российской Федерации, и уже на нас распределили вакцину. Мы ставим вакцину, конечно, в ежедневном режиме, когда она приходит, когда большая нагрузка, когда нужно ее как можно быстрее поставить. Естественно, что мы работаем иногда и в субботу. В Кузбассе завершился второй международный женский форум. Роль женщин в промышленных регионах в условиях меняющегося мира стала центральной темой мероприятия. Участие в нем приняли более 2000 слушателей и 148 спикеров из 15 стран, в том числе и России. Помимо вопросов о глобальных изменениях в различных сферах, вызванных пандемией коронавируса, на площадках обсудили современные тенденции в развитии промышленной индустрии и роль женщин в них. Так, председатель Госсовета страны Валентина Матвиенко в своем приветственном слове отметила, что в современном мире уже нет такой сферы, в которой бы не трудилась и не достигала высот женщина. Мы видим, что остается все меньше чисто мужских профессий. При этом мы не должны забывать, что во все времена женщина была и остается хранительницей домашнего очага и заботливой мамой. Но современные самодостаточные женщины стремятся сочетать семью и работу. И здесь, конечно, необходима поддержка государства. А в Сколково прошла крупнейшая в Европе стартап-конференция для предпринимателей и ученых со всего мира «Стартап Village 2021». Форум приурочили к юбилею полета Юрия Гагарина в космос. В прошлом году из-за пандемии мероприятия проходили в онлайн-формате. В этот же раз все желающие смогли посетить и очные площадки. Своих резидентов на конференции представил и технопарк Якутии. С подробностями наш субкор в Москве Максим Кардозо. Настоящий праздник новых идей. Стартап Village традиционно собирает инноваторов, бизнесменов, ученых со всего мира. Это прекрасная возможность рассказать о своих разработках и найти инвестора. Наши проекты, в том числе и резиденты Сколково, как раз ищут здесь индустриальных партнеров. Потому что вот 2 дня здесь работаем, очень много людей подходят. Допустим, вот компания Skyberia, которая обучила машину сканировать снимки компьютерной томографии легких, выявлять автоматически ковидную пневмонию, которая установлена у нас уже в 18 больницах районных в республике и обработала больше 10 тысяч снимков, то есть которая в бою себя очень хорошо показала, заинтересовала коллег из Бразилии. То есть буквально они прямо обменялись визитками и говорят: давайте, ребята, попробуем запилотировать у нас в Бразилии. Сама система также позволяет автоматизировать рутинные процессы врача-рентгенолога, подготовить описание по определенным шаблонам. Там есть встроенный конструктор протоколов, отчетов. Там время на обследование снимков сокращается. На стартап Village приехали 4 резидента технопарка Якутия. Образовательная платформа «Скиллометр» представила свою инновационную систему, которая помогает анализировать и совершенствовать те или иные навыки специалиста, чтобы сделать его конкурентоспособным на рынке труда. В настоящий момент мы разработали модель, которая способна сканировать рынок труда, выявлять наиболее популярные профессии, исходя из этих данных, генерировать образовательные треки для того, чтобы студенты или образовательные организации могли использовать эти образовательные траектории. Еще один якутский проект, который заинтересовал участников форума, это поисково-спасательный маяк. На различных участках территории, где предположительно потерялся человек, размещаются такие небольшие конструкции, которые издают звуковой сигнал. Мы выяснили, что автомобильный гудок – самое лучшее, что может человек услышать в лесу. Эта разработка действительно издает звуковой сигнал на расстоянии где-то 3 километра. Человек его слышит, подходит, нажимает кнопку, и через сеть вот этих маяков мы видим, где он именно находится. Еще больше своих разработок компании из Якутии представили на онлайн-площадках форума. В этом году он проходит в гибридном формате. А в общей сложности 1000 стартапов и специалистов из России, Кореи, Италии, Катара и других стран смогли принять участие в конференции. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. Также в Москве подписано соглашение между Открытым университетом Сколково и технопарком Якутия. Стороны договорились о проведении в республике преакселерационной программы «Навигатор инноватора».
Ее участниками бесплатно могут стать студенты, аспиранты, ученые, инженеры, которые ведут разработки в инновационной сфере. Обучение начнется 22 сентября. За несколько дней лекций и практических занятий в командах молодые люди смогут узнать, как продвигать свои идеи перед потенциальными инвесторами и как сделать продукт коммерчески привлекательным. Во время программы участников будут сопровождать наставники. Это представители сферы бизнеса и образования. Те люди, у которых есть какая-то идея инновационная, получат ответы на вопросы, как нужно эту идею реализовать, как лучше ее реализовать, какие способы есть различные. Получат навыки упаковки этой идеи, продвижения ее дальше в жизнь. И, получается, Сколково дает полный набор, перечень, то есть вариантов, как лучше это сделать, где можно взять инвестиции, как Сколково может потом тоже помочь. То есть такой полный анализ такой. И после этой программы у человека появляется ясное видение, что нужно делать, как нужно делать. В школах продолжаются выпускные экзамены, а у девятиклассников пора испытаний уже финиширует. Сегодня ребята сдали ОГЭ по математике. В преддверии этого с ними пообщалась Татьяна Вахнина. В 9 утра девятиклассники пришли не в школы, а в пункты приема экзаменов. Сегодня ребята сдают ОГЭ по математике. Настроение, признаются школьники, ровное. Лишние волнения только вредят, и лучше им не поддаваться. В принципе, думаю, более-менее. Настроение, в принципе, никакого. В Алданском районе царицу наук сдают порядка 500 человек. Школа номер 2 является одним из наиболее крупных пунктов. Ребята разместились в 13 аудиториях. Если в прошлые годы мы сдавали и в аудитории по 15 человек садили, то в этом году у нас по 9 человек в аудитории. Соблюдаем социальную дистанцию. Особой массовости в холле нет. Учащиеся каждой школы приходят к назначенному времени. После регистрации и проверки ребята рассаживаются в аудитории. Если быстро справитесь с заданиями, не торопитесь покидать класс. Еще раз тщательно все перепроверьте, напутствуют ребят педагоги. 104 человека сегодня принимают участие в экзамене. Настроение у ребят хорошее, аудитории готовы, все мы материалы распечатаны, все готово, все ждем уже. Детей запустили уже, мы ждем начала экзамена и надеемся, что все у нас сегодня получится хорошо. В этом году выпускники 9 классов сдают 2 экзамена. В преддверии основной поры школьники писали итоговые контрольные по выбранным предметам. ОГЭ по математике явится для ребят и девчонок финишным испытанием. На втором экзамене, отмечают учителя, уверенности и у детей, и у взрослых прибавилось. На первом экзамене немножко и мы переживали, и ребятишки все равно что-то, для них это первый экзамен, девятиклассники, они все-таки еще маленькие, немножко нервничали. Но потом, когда мы сели в аудиториях, и когда уже работа началась, успокоились. И, в принципе, работали хорошо. Экзамен продолжается 3 часа 55 минут. Впрочем, сдав работы, школьники продолжат волноваться. Теперь им предстоит дождаться результатов. Оценки по математике станут известны на исходе первой декады июня. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Общероссийский день библиотекаря отметили сегодня. Депутаты Госсобрания Илтумен в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в закон республики о библиотечном деле. Документ устанавливает основные принципы и нормы деятельности библиотек, гарантирующие права человека на свободный доступ к информации и знаниям. Не обошли стороной вопрос правовой защиты книжных памятников, а также совершенствования системы государственной охраны предметов Национального библиотечного фонда. А в преддверии праздника накануне прошла презентация книги эпопеи «9 жизней» писателя и журналиста из Якутии Александры Киселевой. Она автор 7 изданий, предназначенных для детской аудитории, изданных с 2013 года тиражом более 11 тысяч экземпляров. Новая книга состоит из 9 частей. Заключительный эпизод будет посвящен Якутии. Книга издана российским издательством компании «Эксмо». Кроме этого, по мотивам произведения пройдут съемки киносериала в стиле «Игры престолов», а также будет выпущена компьютерная игра. Выпуск 2-го эпизода запланирован на осень этого года. С радостью хочу представить на своей родной земле, на земле Аланхо, в Якутии. С огромной эйфорией сюда прилетела, с огромным счастьем представить свою книгу. Первый эпизод, эпизод 1 «Ведьма». Книга называется «9 жизней». Эта книга основана на моих реинкарнациях. Но чтобы читателям было интересно, я ее выразила в виде фэнтези, главная героиня которой будет трансформироваться из книги в книгу. И я вообще считаю, что у нас в Якутии
Каждый второй человек обладает уникальными способностями. Поверьте мне, я объездила весь мир, но таких сильных, духовных, насыщенных людей нигде нет, кроме нашей Якутии. Якутский хоррор-фильм «Ичи» на днях презентовали в Москве, а сегодня стартовал показ в якутских кинотеатрах. По сюжету фильма молодая семья оказывается в глуши у берега Лены. Пока они решают бытовые вопросы, вокруг сгущается тьма и оживают древние опасные существа. Ичи в якутской мифологии – это духи-покровители, живущие в предметах, природных явлениях и на самых разных местностях. Сегодня у нас очень волнительный день. Мы представляем свое детище, результат нашей трехлетней работы нашему самому дорогому, главному якутскому зрителю. Я надеюсь, фильм всем понравится. Из-за ограничительных мер нами было принято решение, что мы сделаем только премьерный показ. И из-за того, что из-за этого мы разделились, и будет малая группа представлять фильм. Я надеюсь, зрителям понравится фильм. Приходите, смотрите, поддерживайте. Помимо российских городов, фильм также будет продемонстрирован в странах СНГ, например, в Казахстане в 37 кинотеатрах. Так что приглашайте своих друзей, оставляйте отзывы. Ну а далее наш эфир продолжит брифинг первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова. Узнаем актуальную информацию о прохождении ледохода на территории региона и о ситуации с лесными пожарами. Я же на этом прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания.